Отчаянное сопротивление горцев длилось 19 месяцев. Однако многочисленные войска, направленные российскими властями, подавили его со всей жестокостью. В феврале 1861 года был схвачен раненый Байсангур, после чего к святополк Мирскому добровольно явились Атаби и Умма. Байсангура казнили в Хасавюрте, его семью и ближайших соратников сослали в Сибирь. К двум другим руководителям восстания отнеслись снисходительно, направив на вольную ссылку. И наступила тишина. Но тишина предгрозовая и недолгая. Многолетняя война и деспотическая власть Шамиля и его наибов довели горцев до нищеты, почти до физического истребления. Народ устал, а Шамиль, его наибы и духовенство постоянно призывали Газавату, обещая людям счастье в ином мире. Народ же мечтал о мире и спокойствии. Именно в этот момент снова появился проповедник Кунта Хаджи, изгнанный в свое время Шамилем, и вновь начал он распространять в Чечне учение Кадыры. Кунта Хаджи выступал против всякой войны и насилия, против кровной мести, призывал к нравственному совершенству, единству, братству, полной покорности властям и терпению, запрещал курение и употребление хмельных напитков. Он утверждал, что мир и равенство на земле нельзя установить путем войн и кровопролитий, их может дать лишь Всевышний Аллах, а потому и следует положиться во всем на Всевышнего. Не слушайте самозваных шейхов и имамов, призывающих вас к войне, говорил он, не проливайте людской крови, не поднимайте оружие против русского царя, он действует по воле Аллаха. Если вам велят носить крест, носите его, ведь это лишь металл. Если вам прикажут посещать церковь, идите, это же просто дом. Лишь бы в сердцах вы сохранили веру в Аллаха и пророка, а все остальное вам простится. За оружие беритесь только в крайнем случае, когда гяуры затребуют для развлечения ваших жен. Учение Кунты Хаджи шло вразрез идеологии священной войны, которой придерживались сторонники Шамиля. Они проповедовали войну с иноверцами, а Кунта Хаджи – классовый, национальный и религиозный мир, покорность властям. Окружение Шамиля стремилось к богатству и роскоши, а Кунта Хаджи, выходец из народных низов, сам бедняк, призывал жить скромно, честным трудом. И измученные, изнуренные войной, доведенные до грани физического истребления, потерявшие надежду на возврат прежней жизни, люди охотно примыкали к народному шейху, что могло стать серьезной угрозой идеологической основе имамата Шамиля. Имам стал всячески притеснять Кунта Хаджи, и, наконец, в 1859 году тот вынужден был отправиться в Мекку. Первое время администрация края не мешала деятельности Кунты Хаджи, поскольку он проповедовал мир, покорность царю и властям. Однако вскоре часть последователей Кунты Хаджи объединились в крупную религиозную секту. Они использовали учение Устаза в своих корыстных целях. Среди них были и прославленные воины, и военачальники Шамиля, в свое время выступившие против жесткости колониальной политики царизма. Без ведома Кунта Хаджи они стали создавать из секты слаженную военную организацию, тщательно готовя ее к будущему восстанию. Разделив Чечню на 8 районов и поставив во главе каждого по наибу, они практически установили свое, независимое от царской администрации, управление в аулах. Изготовляя оружие и порох, под видом спортивных игр проводились обучения молодежи военному делу. Волнения среди мюридов кунта-хаджийцев делали обстановку еще более напряженной. Верные царю муллы доносили о готовящемся восстании. Из Тифлиса Лорис Меликову несколько раз напоминали о том, что начальство сочло бы за лучшее убрать Кунту-Хаджи с Кавказа, но Лорис Меликов не соглашался. Арест Устаза, по его мнению, кроме неприятностей, ничего не давал. Во-первых, сам Кунта Хаджи и его проповеди в сущности безвредны. Во-вторых, уберешь его, и освободившееся место может занять другой, более деятельный и мятежный человек, что куда опаснее. Верил ли Лорис Меликов внешнему спокойствию, царившему в крае последние 2 года? Нет, не верил. Ведь из донесения лазутчиков ему было известно о брожении умов в Чечне, и получив сообщение о том, что во время своей последней поездки в Мекку
Кунта-Хаджи и якобы встретился с чеченскими, черкесскими, кабардинскими, осетинскими иммигрантами и вступил с ними в тайный союз. Он отдал приказ арестовать Кунта-Хаджи. Возмущенные мюриды немедленно отправились к Шалинскому редуту и потребовали освобождения устаза. Опасаясь, что эта мирная манифестация может вылиться в восстание, в Шали спешно отправили генерал-майора князя Туманова с 6 батальонами пехоты при 4 орудиях и с 4 сотнями казаков. Орудийные залпы рассеяли толпу, оставив на земле 164 убитых, среди которых оказались и 6 женщин. Этими мерами Михаил Тарелович не ограничился. Спустя неделю в крепость Грозную собрали наибов и наиболее уважаемых людей Чечни. От них потребовали немедленно выдать зачинщиков шалинского дела и всех тех, кто ранее был намечен для отправки в ссылку, а также запретить ЗИК.